Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Перед микрофоном Сергей Бриштель и Жан Федоренко из Минской Церкви Воскресения. Тема «Христос во всем Писании». Присоединяйтесь. Христос, Ты есть начало и конец, и жизнь свою Ты прожил, как желал Отец. Прости меня, Твой блудный Сын к Тебе пришел, в кромешной тьме дорогу я к Тебе нашел. Христос, прости за то, что я не знал, и плоть Твою своим грехом я распинал. Христос, прости за то, что я любил не так, как Ты, и что во тьме кромешной жил. Христос, Ты взял проклятие всей земли, и боль Твоя всю нашу боль смогла вместить, и на кресте свои Ты руки распростер, чтоб мир обнять, чтоб мир простить. Христос, я прихожу к Тебе сейчас, как долго ждал. Ты этот день и этот час, Христос, мне больше некуда идти, и все, что я могу сказать Тебе: прости. Прости. Христос. Если спросить у евангельского проповедника, наставника или учителя, в чем его основная задача, то он без труда ответит: показать своим слушателям Иисуса Христа. И показать так, чтобы они всем сердцем уверовали и обратились к Нему. Эту цель не придумала церковь или ее служители, ее сформулировал сам Христос. В диалоге с иудеями Он сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Во-первых, под Писаниями Иисус подразумевает уже оформленный на тот момент канон ветхозаветных книг. Во-вторых, Он подтверждает, что через изучение этих книг мы сможем обрести вечную жизнь. И в-третьих, все они говорят и указывают на Него. Другими словами, весь Ветхий Завет открывает и показывает нам Божьего Сына. Почему это важно для служителя Словом?
Обращаясь к ветхозаветным историям, мы часто упускаем их христологическое значение, забывая о том, каким образом они вплетены в историю искупления. Зачастую нам сложно выявить точки соприкосновения, связующие Ветхий и Новые Заветы, найти там Христа и найти там, где Он по определению присутствует. Именно поэтому наша задача состоит в том, чтобы ясно увидеть те тематические уровни, в которых мы неизбежно встречаемся с нашим Спасителем. Это будут совершенно разные встречи, и нам следует быть готовыми к узнаванию Христа в непривычных для нас и нашей аудитории образах. Итак, исследуя ветхозаветные книги, нам открываются как минимум 6 кладовых. Первая кладовая – Христос в истории искупления. Это мессианская линия повествования. Вспомните, с чего начинаются книги Нового Завета. Да, именно с родословной нашего царя. Авраам, Иуда, Фомарь, Соломон, Ваос. И это родословные не просто имена, а жизни людей, через которых Бог привел своего Сына в наш мир. Каждое имя и каждая судьба имеет значение в божественном плане. И когда мы изучаем их истории, то должны помнить, что без них рождение Мессии было бы невозможно. Их характеры, их поступки, они могли быть совершенно разными и даже неприглядными, но это не лишило их права стать участниками исполнения Божьего обетования. Путешествуя с ними, мы неизбежно приходим ко Христу как исторической личности. Он не миф, не вымысел. Он – часть человеческой истории, тщательно сохраненной для нас через его родословную. Поэтому, когда мы говорим о них, мы говорим о Христе. Вторая кладовая – Христос в мессианских пророчествах. Эта часть Писания, пожалуй, самая яркая с точки зрения апологетики христианства. Ничто так не подтверждает истинность написанного, как исполненные пророчества. Исследователи насчитывают около 300 отрывков, касающихся прихода обещанного Мессии. И все они в точности исполнились. При этом каждый из таких текстов уникально описывает одну из сторон жизни или служения Божьего помазанника. Где и когда он родился, какие дела совершит, о чем будет проповедовать, как и при каких обстоятельствах отдаст свою жизнь за грех мира. К примеру, давайте вспомним 21-й Псалом. Бесспорно, в нем мы находим переживание распятого Мессии, с какой тщательной глубиной Дух Святой через пророческое откровение Давида повествует нам о состоянии нашего Господа на кресте. И этот подвиг Его борьбы за нас находится именно в Ветхом Завете, в Псалмах. Третья кладовая – Христос в жертвоприношениях. Уже в 4 главе книги «Бытие» мы встречаемся с жертвоприношением Каина и Авеля. Затем в жизни патриархов и, конечно, согласно закону Моисея, кровные жертвы становятся центральной частью иудейской религии. Храм и его устройство, священство его служения, народ и его поклонение были устроены вокруг жертвенника. Пасха, как первый великий праздник избавления, был основан исключительно на заклании ягненка, как пасхальной заместительной жертвы. Насколько богато образами само предписание о пасхальном агнце. Он должен был жить в доме, кость его не должна была сокрушиться, и есть его стоило с горькими травами. Что это, как не указание на Христа? И когда мы встречаемся на страницах Ветхого Завета с идеей искупления через кровь, это означает, что мы встречаем в ней нашего Спасителя. Любая из этих историй образно повествует о нем. 4 кладовая – Христос в законе Моисея. Заповеди, данные Богом на горе Синай, были адресованы в первую очередь израильскому народу. Очевидно, что закон в его буквальном значении не является прямым предписанием для христиан. И все же в ряде аспектов закон продолжает оставаться для нас более чем актуальным. Он продолжает открывать нам характер самого законодателя.
Через заповеди мы познаем не только личность Отца, но и образ мысли Сына и Святого Духа. Другими словами, дух Моисеева закона отражает внутреннюю природу Христа. Написано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Обратите внимание на слова «возлюбил» и «возненавидел». В этом контексте заповедь – это не только верный путь для нас, но и верный портрет нашего Спасителя. Глубокое понимание закона позволяет глубже понять его святой характер. Пятая кладовая – Христос как ангел Господень. В Ветхом Завете мы встречаем множество случаев явления Божьего посланника людям. Его видели Авраам, Иаков, Агарь, Маной и его супруга и многие другие. Люди называли его «Господь», поклонялись ему, приносили ему жертвы. Сам же ангел принимал эти жертвы, давал божественные обещания, клялся самим собой, что мог делать исключительно Бог. Эти случаи в богословии принято называть христофания, то есть явление Христа в Ветхом Завете, где он пока не открывал свое имя людям. После своей борьбы с ангелом Иаков спросил его имя: «Скажи мне имя твое». Но он сказал: «На что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Христос не называл себя, но уже активно участвовал в истории израильского народа. Именно Он вел их через пустыню в огненном столпе и облаке. И шестая кладовая – Христос в прообразах людей, предметов и событий. Мы не перестаем удивляться, насколько разнообразно Бог повествует нам о Своем Сыне. И, конечно, ветхозаветные герои веры не исключение. Например, Иосиф, любимый сын своего отца, предан братьями на смерть, но в последующем становится великим правителем и спасителем своих предателей. Насколько точны эти параллели. И когда мы в подробностях изучаем жизнь Иосифа, мы как будто погружаемся в чувствование самого Божьего Сына. Ведь он прошел подобным путем. И таких примеров много. Мы видим нашего Спасителя в подвиге Давида над Голиафом, когда один одержал победу для всех, в подвиге Самсона, ценой своей жизни повергнувшего храм своих врагов, в смиренном лидере народа Моисея, который привел евреев в землю обетованную. Нам лишь следует быть более внимательными к этим историям, чтобы не пропустить в них аллюзии на жизнь и служение нашего Господа. Итак, мы кратко рассмотрели 6 уровней учения о Христе в Ветхом Завете. Это своего рода 6 дорог, ступая на которые мы можем встретиться с Божьим Сыном, или 6 увеличительных линз, открывающих нам подстрочный смысл уже знакомых историй. И давайте еще раз вспомним, что новорожденная церковь, прежде чем был сформирован канон Нового Завета, постигала Христа и наслаждалась Его образом на страницах закона, пророков и псалмов. Именно эти священные писания, по словам апостола Павла, умудряли христиан первого века во спасение верою в Иисуса. И в этом спасительном для нас замысле эти книги никогда не станут ветхими. Мы просто не имеем права пренебрегать их изучением, а когда изучаем, не имеем права не отыскать там нашего Спасителя. И все же не всегда нам удается проследить эту связь. Даже эти 6 обширных кладовых не вбирают в себя многообразие ветхозаветных текстов. Да, Христос есть, но кажется, что Его там не так много. Как же нам быть, если изучение, очевидно, не приводит нас к Евангелию? Ведь мы не хотим исказить библейский текст, вычитывая из него то, что он не содержит. Как одновременно сохранить экзегетическую честность и христоцентричность? Чтобы разрешить эту проблему и научиться приводить любое изучение ко Христу, нам стоит вспомнить об одном хорошо известном законе толкования. Истина одна, применений много. Первое – это тщательная и честная экзегеза ветхозаветного текста, а второе – это его применение в свете Нового Завета. Вначале главная мысль автора,
а затем его евангельский эквивалент. Вот как это может выглядеть. Например, мы взяли текст из книги Второзакония, 5 главы, с 22 по 33 стихи. Там описывается страх израильского народа перед говорящим с Синая Богом. Чтобы не умереть от исходящего от горы огня, они просят Моисея одному подняться к Богу и передать им заповеди. При этом Богу была угодна просьба евреев. После тщательного изучения мы формулируем главную мысль этого текста. Боясь уничтожения, в страхе перед Божьей славой и величием, израильский народ просит Моисея стать их посредником в получении заповедей закона. Для удобства сократим его до предельно короткого тезиса «нужда в посреднике». Этот тезис и будет выступать для нас связующей нитью с Новым Заветом, где мы без труда находим ему подобие. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. В данном случае мы пришли ко Христу через идею посредничества. В пустыне народ нуждался в посреднике, и им стал Моисей. А в духовной пустыне греха мы нуждаемся в посреднике, и им стал Христос. И в одном и в другом случае святость, величие и слава Божья пугает человека и не позволяет приблизиться к Нему без особого посреднического служения. Таким образом, тщательная экзегеза помогла нам ясно сформулировать ключевую идею в ее первоначальном ветхозаветном контексте, а вот ее применение к церкви мы уже изложили с учетом ясного учения Нового Завета. При таком подходе мы сохраняем первоначальное значение текста при его христоцентричном прочтении. Или вот еще один пример из той же книги Второзакония, 13 главы, с 1 по 16 стихи. Здесь говорится о ложных пророках, которые восставали в Божьем народе. Они совершали чудеса и знамения с целью отвратить народ от поклонения Яхве. Все факты лжеучений должны были быть тщательно проверены, и в случае подтверждения лжепророк наказывался смертью. Главной мыслью можно сформулировать таким образом. Бог призывает свой народ радикально противостоять учению ложных пророков, призывающих пойти вслед иных богов. Если сократить ее до краткого тезиса, тогда получится «берегитесь лжеучителей». А уже эта тема достаточно многообразно освещена в Новом Завете, и мы можем без труда подобрать связующий текст, исходя из духовного состояния и потребностей наших слушателей. Хорошим мостом может послужить учение Петра о лжеучителях. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». В этом отрывке не только очевидно связаны две эпохи, но и представлен сам Христос, которого отвергают лжеучителя. При этом Петр делает акцент на искуплении Господа, который сразу погружает нас в сердце Евангелия. Другими словами, современные лжеучителя не только сами не веруют в заместительную жертву, но понуждают других пренебречь данной благодатью. Итак, в данном случае мы пришли ко Христу через идею противостояния ложным пророкам и учителям. А теперь давайте подведем итог нашим размышлениям и выделим основные принципы рассмотрения ветхозаветных текстов в свете их свидетельства о Божьем Сыне. Во-первых, мы должны быть твердо уверены в том, что закон, пророки и псалмы открывают нам Спасителя в достаточной мере для формирования и укрепления нашей веры. Именно Ветхий Завет имеет в виду апостол Павел, когда пишет Тимофею: «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Эти книги умудряют ко спасению, а это значит, содержат Евангелие, хотя, конечно, совершенно отличной от Нового Завета форме. Во-вторых, мы имеем 6 очевидно ясных и богатых уровней присутствия Христа в Ветхом Завете, в
в которых нам стоит свободно ориентироваться. Давайте еще раз напомним их. Первое – это Христос в истории искупления. Второе – Христос в мессианских пророчествах. Третье – Христос в жертвоприношениях. Четвертое – Христос в законе Моисея. Пятое – Христос как ангел Господень. И шестое – Христос в прообразах людей, предметов и событий. Это не полный перечень, и хорошо, если вы в процессе изучения Библии сможете его концептуально расширить. В-третьих, любому тексту Ветхого Завета можно придать евангельское прочтение. Вначале с помощью экзегетического анализа мы извлекаем главную мысль автора в отношении первоначальной аудитории. Коротко формулируем ключевую идею, находим ее эквивалент в Новом Завете, после чего раскрываем ее применение уже в наших реалиях. Этот подход обусловлен принципом «истина одна, применений много». Корректность данного подхода будет зависеть в первую очередь от качества нашей первоначальной экзегезы. И последнее, четвертое. Давайте помнить, что конечная цель нашего изучения – это личность. Мы не просто хотим знать историю спасения, а иметь спасительные отношения с нашим Господом. Вот почему так важно искать на страницах Библии именно Его. Искать, чтобы лучше понять Его, удивиться, прийти в восхищение, а затем с наслаждением от пребывания в Его присутствии радоваться и прославлять за великую благодать. Ведь наша радость, мир и покой только в Нем одном. Нам лишь остается ответить на Его призыв: «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Да благословит вас Бог. Христос мой, как о Тебе молчать, как Тебя не благодарить. Ведь Ты дал право Тебя познать и Твой свет всем людям дарить. Не покидай меня, я быть хочу с Тобой каждый день и час и миг земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня. Творец мой, Ты для людей лишь мир, для меня Спаситель Христос, Создатель неба, планет и звезд, Утешитель горя и слез. Не покидай меня, я быть хочу с Тобой каждый день и час и миг земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня. Всевышний, Ты нас благослови для труда во имя Христа.
каждый день и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечно свети меня, мир счастья солнечного дня. Иисус, отвечая на искушение книжника о наибольшей заповеди, сказал просто «люби Бога и люби ближнего», а потом добавил «в этом суть закона и пророков». Раз мы в Торе, текстах больших и малых пророков можем найти любовь к Богу и ближнему, значит, без сомнения, в Ветхом Завете мы можем найти и Христа. Это то, что нужно церкви и миру. Поэтому мы ищем библейский образ Иисуса во всех кладовых Писания. Слушал нашего гостя и вспомнил одну историю из Евангелия от Иоанна. И из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Какое драгоценное желание сердца. Кто-то говорит о нем вслух, как елены, кто-то стеснительно молчит. Библия нам в помощь, ведь Христос во всем Писании. Давайте покажем людям Его. Давайте возьмем людей за руку и приведем к Нему. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Жан Федоренко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224-020, город Брест 20, Беларусь. Присоединяйтесь к нам каждую субботу с 22:00 по минскому времени. Напоминаю, мы в эфире на средних волнах, частота 1035. Слушайте нас в интернете twr.fm и на ютубе TWR Беларусь. Пишите на адрес электронной почты rmtwr.by@gmail.com. Звоните. В будние дни с 10 до 18, код страны 8 10 375, код города 162, телефон 32 10 68. До следующих встреч и Божьих вам благословений! Вы слушаете программу «Тихие воды».
Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы предложим вам подборку ответов на вопросы о последнем времени. Очень много событий и явлений указывают, что мы живем именно в это время. Шаги Христа слышны отчетливее, чем когда-либо в истории. И вместе с тем церковь, то есть верующие люди, как никогда раньше далеки от готовности к встрече с Господом. Среди верующих превалирует мнение, что пришествие будет неизвестно когда. При этом «неизвестно когда» означает «не скоро». Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на некоторые вопросы, связанные со вторым пришествием Христа. Я б не хотел, о мой Господь, чтоб Ты пришел уже теперь. Народ Твой не готов еще, не все вошли в спасения дверь. Помедли Ты, не приходи, ведь призыв Твой на брачный пир еще не всюду пронесен, и дальний гость не приглашен. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли, и из груди несется стон. О мой Господь, скорей гряди. Я б не хотел, о мой Господь, чтоб Ты пришел уже теперь. Мой труд еще не завершен, и дальний гость не приглашен. Еще сердца не смягчены елеем Духа Твоего. Еще Тебя сыны земли не чтут, как Бога своего. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли, и из груди несется стон. О мой Господь, скорей гряди. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли, и из груди несется стон. О мой Господь. Начнем с такого вопроса. Объясните текст Матфея 24:34, где написано: «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет».
Эту фразу Христос произнес во время беседы с учениками на Илионской горе. Накануне Господь сказал им, что придет время, и от Иерусалимского храма не останется камня на камне. В 24 главе Евангелия от Матфея написано: «Когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Скорее всего, для апостолов эти три вопроса соединялись воедино. Им казалось, если храм будет разрушен, то это будет концом истории человечества. А вот Господь в беседе отвечает на три вопроса. Когда будет разрушен храм? Когда он придет на землю во второй раз? И когда наступит конец мира? Это обстоятельство мы должны учитывать при изучении этой главы. Напомню, что беседа на Илионской горе записана в 24 главе Евангелия от Матфея, 13 главе Евангелия от Марка и 21 главе Евангелия от Луки. Смысл фразы «не придет род сей, как все это будет» более понятен в повествовании Луки. Если мы откроем Евангелие, то увидим, что с 20 по 24 стихи говорится о начале времени запустения Иерусалима. Для евреев наступил период Шоа, то есть катастрофы. Христос предсказал, что эта печальная страница начнется взятием Иерусалима и разрушением храма и будет продолжаться до тех пор, пока не закончится время попирания Иерусалима язычниками. После этого на землю придут смутные времена, и будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великой. Христос говорит, что эти предсказания непременно сбудутся, и призывает внимательно смотреть на сбывающиеся признаки. Более того, Иисус указывает на время исполнения пророчества. «Не придет род сей, как все это будет». Слово «род» означает «поколение». В одном из новых переводов этот текст звучит так: «Истинно говорю, все это произойдет еще при жизни этого поколения». Слова Христа в точности сбылись в отношении Иерусалима, который был взят в 70-м году нашей эры, то есть через 37 лет после того, как это событие предсказал Христос. Отправной точкой периода, который закончится вторым пришествием Христа, названо окончание попирания Иерусалима язычниками. В 1948 году было образовано Израильское государство. В 1950 году Кнессет, то есть израильский парламент, объявил Иерусалим столицей израильского государства. Но восточная часть города, в том числе старый город, все еще находились под контролем Иордании. Полный еврейский контроль над Иерусалимом был установлен в 1967 году во время Шестидневной войны. И в 1980 году Кнессет принял закон об Иерусалиме, в котором говорится: «Иерусалим, единый и неделимый, является столицей Израиля». Какую бы дату мы ни взяли, она относится к нашему времени и предупреждает, что пришествие Господа близко, как написано в 13 главе Евангелия от Марка, «при дверях». Не пройдет род сей, как все это будет. Нет сомнения в том, что мы живем в последнее время. В 25 главе Матфея говорится, что все девы уснули. Эта духовная спячка наблюдается в наше время. Как вы объясните 6 стих из 25 главы? «В полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему». Кто будет кричать, чтобы все христиане проснулись и поправили свои светильники? Я думаю, что верующих о приближающемся пришествии Иисуса Христа предупредит Дух Святой. И делать это Он будет, скорее всего, не через уста одного человека,
а через многих пробужденных проповедников, через особые откровения, действия и обстоятельства. Возможно, некоторых христиан он пробудит через гонения и преследования. Некоторые люди ждут какого-то необыкновенного сообщения от Бога, которое предупредит их о пришествии Господа. Да, в послании к фессалоникийцам написано, что Христос при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Но обратите внимание, голос архангела и звук трубы будут не перед, а во время пришествия. Архангел не будет призывать верующих приготовиться к встрече со Христом, а даст сигнал к восхищению. Я знаю, что есть различные мнения по поводу того, кто и как пробудит церковь. Но, сказать по правде, меня они не слишком интересуют. Я уверен, что Господь проговорит таким способом, что мы обязательно услышим, и у нас не будет ни малейшего сомнения в том, что Христос идет. А готовым к встрече со Христом нужно быть уже сейчас и не ждать особых предупреждений. Во втором послании Фессалоникийцам 2:3 написано: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». О каком отступлении здесь говорится? Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам говорится о великой скорби, которая наступит на земле перед вторым пришествием Христа. Дыхание этого времени мы ощущаем уже и сейчас. Люди все дальше и дальше отступают от Бога и от библейского учения. Это ощущается не только в мире, но и в церкви. Христос сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но будут еще более тяжелые времена, когда отступление будет полным. Люди отвергнутся Бога и доверятся лжи. Дух Святой, удерживающий мир от распада, будет взят от среды. Зло и греховные страсти тогда разгорятся в полную силу. На земле будет править Антихрист, которому люди отдадут божественные почести. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Конец этим тяжелым годам положит явление Христа в силе и славе. Будет ли Церковь Божья находиться на земле во время правления Антихриста? Будут ли верующие переживать великую скорбь и гонение? Если нет, почему написано «прельстятся, возможно, и избранные»? Должен сказать, что некоторые события будущего мы видим как сквозь тусклое стекло. Мы точно знаем, что будет восхищение Церкви и что будет великая скорбь во время правления Антихриста. Также Священное Писание говорит о том, что сатана будет править на земле короткое время. Но точную хронологическую взаимосвязь восстановить трудно. Среди христиан существует несколько точек зрения по этому вопросу, и каждая имеет свои основания. Некоторые считают, что Христос возьмет свою церковь перед наступлением великой скорби. Основываются эти взгляды на первом послании к Фессалоникийцам 4:17, 1 Фессалоникийцам 1:10 и Римлянам 5:8, которые говорят о том, что Бог избавляет нас от гнева, а также на толковании откровения. Другие придерживаются мнения, что церкви придется увидеть всю великую скорбь. В богословии такой взгляд называется послескорбным. Церковь, как считают приверженцы этого взгляда, будет чудесным образом сохранена в годину искушений. Интересно, что этот взгляд основывается почти на тех же местах Писания, только они по-другому истолковываются. Еще есть средискорбный взгляд. Согласно этому мнению, в великой скорби будет две фазы. Первые 3,5 года будут преддверием великих судов. Тогда прозвучат 7 Божьих труб. Зло будет действовать с особенной силой, но церковь будет сохранена Господом. В середине скорби прозвучит 7-я труба, во время которой, как написано в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, церковь будет восхищена. Тогда откроется Антихрист, который будет править 3,5 года. На землю в это время изольются чаши Божьего гнева.
В конце великой скорби на землю во славе придет Христос. Зверь и лжепророк будут ввержены в озеро огненное, а сатана скован на 1000 лет. Как мне кажется, это мнение наиболее полно отвечает на возникающие вопросы. Вместе с тем хочу еще раз повторить, что каждая из этих теорий имеет право на существование. Но вот произойдет все так, как Господу угодно. В любом случае мы можем надеяться на Него. Бог ли не защитит избранных своих? Написано в 18 главе Евангелия от Луки. Объясните текст из книги пророка Амоса 8, 11, 12. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Пророк Амос жил во времена мира и благополучия, но Господь открывал его пророческому взору бедствия, которые придут на Израиль за отступление. Некоторые его пророчества относились к определенному времени, а вот другие были многоплановыми, то есть относились к различным периодам времени. Таким было пророчество о неутоленной жажде слышания Божьих слов. В ближайшей перспективе оно указывало на время вавилонского пленения, когда израильтяне были уведены в чужую страну, храм был разрушен. 70 лет Слово Божье не звучало на Святой Земле. Но более всего это пророчество указывает на время великой скорби, когда Дух Святой окончит свое служение на земле, и Церковь будет восхищена. Тогда люди будут искать, где можно услышать Слово Божье, но те, кто его проповедовал, будут на небе. Библии, конечно, останутся, но Дух Святой не будет действовать через святые страницы. Это будет ужасное время, в которое двери спасения навсегда закроются. Поэтому, как написано в послании к евреям, будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Кто такая блудница, о которой написано в 17 главе Откровения? Хотя книга Откровения все больше и больше открывает свои тайны, многое в ней еще не ясно. Поэтому говорить об образах, которые представлены в этой книге, мы можем только с определенной осторожностью. Я согласен с толкованиями, которые говорят, что блудница, сидящая на водах многих, с которой блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, символизирует религиозную систему Антихриста. Действие, представленное в этой главе, относится к концу великой скорби, когда церкви уже не будет на земле, на что указывает 8 стих. Зверь, который носит блудницу, это олицетворение мирового правительства того времени во главе с Антихристом. Блудница названа Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Вавилон – это один из древнейших городов в мире, основанный еще до потопа. Жена Немрода, Семирамида, создала тайный мистический культ, который включал развратные ритуалы. После потопа люди сделали Вавилон центром альтернативной религии. Вместо Бога они поклонялись человеческому гению. Господь смешал там языки людей. Очевидно, то же произойдет и в последнем Вавилоне, где будут соединены все религии. Следует отметить, что многое в этом направлении уже сделано. По инициативе католической церкви в Ассизах проводятся всеобщие молитвы за мир. В Риме построен пантеон, то есть здание, объединяющее все религии мира. Но все это пока только прелюдия к главному действию, которое развернется во дни Антихриста. Антихрист будет пользоваться услугами блудницы, но до определенного времени. В конце концов, он объявит себя Богом, и блудница будет разорена, обнажена и сожжена. Вся власть политическая и религиозная будет передана зверю, то есть Антихристу. Но мне не хотелось бы заканчивать на такой печальной ноте. Переверните страницу, и в 19 главе вы увидите,
что на небе в это время будет совершаться брачная вечеря Агнца. На землю будет изливаться страшные Божьи суды, а на небе будет ликование искупленных Иисусом Христом. Церковь будет облечена в прекрасную белоснежную одежду праведности, чтобы навечно соединиться со Христом. Дорогой друг, где в это время будете находиться вы? На земле, в мрачном царстве Антихриста, или же на небе, с торжествующим собранием верующих в Иисуса Христа? Если вы еще не спасены, то примиритесь с Господом как можно скорее. Почему в Откровении 12:11 сказано, что святые победили, а в 13:7 и Даниила 7:21 нет? Или здесь имеется в виду духовная победа? В этих текстах идет речь о разных событиях. Прочитаем Откровение, 12 глава, с 7 по 11 стихи. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Здесь речь идет о сражении, в результате которого сатана будет низвержен на землю. Сейчас он действует в воздухе, но в результате этого сражения пределы его действий будут ограничены. Сражение произойдет на небе, люди не будут его видеть, но будут в нем участвовать, побеждая верой в Иисуса Христа и готовностью к самопожертвованию. В Откровении 13:7 написано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дано было ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Подобные слова находятся и в 7 главе книги пророка Даниила. «И я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Выиграть сражение еще не означает выиграть войну. Бог позволит сатане выиграть некоторые сражения, чтобы выполнены были Божьи планы в истории мира. Но окончательная и безусловная победа принадлежит Богу. В следующем стихе 7 главы книги Даниила написано, что рог, то есть Антихрист, превозмогал святых, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. В 19 и 20 главах Откровения об этом рассказывается более подробно. Давайте прочитаем об окончательном финале. «Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И смерть, и ад, поверженные в озеро огненное. Это смерть вторая». Вывод очень простой. Будьте на стороне победителя. Это был последний вопрос, но только в нашей передаче. На самом деле вопросов в отношении событий последнего времени очень много. Но самый главный и важный – это не тот вопрос, который задают люди, а тот, который Бог через Библию задает каждому человеку. Готов ли ты к встрече с Господом? Сегодня Он направлен к вам. От того, как вы ответите на Него, зависит ваша вечная участь. Так бы хотелось, чтобы она была блаженной. А мы прощаемся с вами. Напоминаю, что свои вопросы вы можете написать нам как в традиционном письме, так и на интернет-платформе, через которую вы нас слушаете. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему,
сейчас. Ты готовься к нему, любимый. Возлюбил я тебя, мой сын, возлюбил я любовью вечной, возлюбил ни на день, ни на час, но любовью моей бесконечной, бесконечной любовью той, что мир сей понять не может. Пусть тебя, мой сын дорогой, смертной тени тоска не гложет. Будет встреча на облаках, в час прекрасный, неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках, в час прекрасный, неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Своей кровью я заплатил, мои длани пробили гвозди, чтобы ты мог, сын, приносить добрых дел плодовитые грозди. Раздавал, чтобы здесь и там, не скупясь, не ища награды, раздавая, чтоб кто не искал, для бессмертной души отраду. Будет встреча на облаках, в час прекрасный, неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках, в час прекрасный, неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Дорогие друзья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. С таким пожеланием обращается апостол Павел к церкви в Филиппах. И далее выражает свою радость и благодарность, вспоминая о них. Мы тоже можем благодарить Бога за других верующих, их труд. А за что благодарить? Прислушаемся к молитве Павла. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Когда мы слышим об успехах верующих в других странах – России, Украине, Бразилии и Индии, в других городах, в соседних церквах, это вызывает благодарность в сердцах. Потому что мы – одно тело, и разобщенность сказывается на всех. В теле Христовом не бывает так, чтобы одним было хорошо, другим – плохо. С другой стороны, при взаимной поддержке каждая церковь привносит в общее дело свои сильные стороны, и Божье Царство растет. С каким чувством вы вспоминаете свои церкви? Как часто благодарите за своих братьев и сестер? Некоторые люди в Филиппах причиняли апостолу Павлу боль, но он не переставал молиться о них. Особенно мы радуемся и благодарим Бога, когда другие проповедуют Христа. Благодарим за участие в благовествовании. Мы благодарны за проповедников, за миссионеров, которые уехали на край земли, за благовестников, которые проповедовали Слово Божие в Беларуси. Летом мы отмечали столетие церкви в Лиде, Гродненской области. А как она возникла? Во время Первой мировой войны некоторые жители западных областей Беларуси оказались в Сибири вместе с другими беженцами, спасавшимися из зоны боевых действий. Там они уверовали во Христа и вошли в поместные церкви. Когда Антон Григорьевич Кирцун, крещенный в 1917 году в церкви Омска, вернулся домой в 1923 году, то основал церковь в Зельве, Гродненской области. Позже появились церкви в Волковыске, где состоялось первое крещение в 1925 году, Лиде, других населенных пунктах. Хорошо, когда христиане становятся соучастниками в распространении Евангелия, когда их объединяет общая задача – распространение благовествования, когда они объединяются в проповеди Евангелия. На одном из съездов в Омске в июне 1925 года в ответ на вопрос о разделении между церквами председательствующий Ананин сказал: «В хорошую погоду пастухи нередко ссорятся между собой то из-за овец, то из-за пастбища. Но когда сгущаются тучи и поднимается ураган, а в это время начинают рыскать волки, тогда пастухи забывают свои ссоры, сгоняют овец в одно укрытие и дружно охраняют их. Так скоро будет и в нашем братстве. Бог пошлет такую бурю, в которой мы забудем всякие деления и всякую рость и объединимся. Хорошо, если мы едины, можем вместе трудиться, не дожидаясь бури. Но Павел говорит не столько о самой проповеди, как об участии финансовом. Он использует греческое слово «кайнония», которое означает не только взаимоотношения, соучастие, общительность, но и подаяние, пожертвование, готовность делиться материальными благами. Филиппийцы поддерживали благовестие, жертвовали регулярно и откликались на нужды, давали по силам и сверх сил, хотя сами не были богаты. Они готовы были поддерживать служение, даже когда оно не казалось столь успешным, когда миссионерские отчеты не радовали цифрами, даже когда миссионер, Павел, сидел в тюрьме и не мог свободно проповедовать. Оказывается, материальная поддержка много значит. Рассказывает о художнике, получившем заказ нарисовать разрушающуюся церковь. Но вместо старых руин он изобразил великолепное сооружение
выполненное в современном стиле. Через окно был виден украшенный орнаментом ящик для пожертвований. Над ним висела табличка с надписью «Для миссионерских нужд». Увы, ящик был покрыт паутиной. Конечно, поддержку для апостола Павла мы, может, и нашли бы, но есть и менее известные братья и сестры, которые нуждаются в наших лептах. Все же Павел полагается не на деньги, а на Бога. Благовествование – дело Божие. Поэтому, как говорил один проповедник, оно обречено на успех. Поэтому и апостол уверен, что Бог доведет дело до конца, и он до конца будет действовать в сердцах верующих в Филиппах. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Что это за доброе дело, которое Господь будет совершать до конца? Дело спасения? Дело освящения? Дело служения? Любое из них. Спержен замечает: есть ли хотя бы один пример того, что Бог начал какое-то дело и оставил его незаконченным? Покажите мне брошенный мир, сотворенный лишь наполовину. Покажите мне вселенную, упавшую с колеса великого гончара, в которой просматривается форма, в которой глина наполовину высохла, но чей вид не вызывает восторга из-за незавершенности. Укажите мне на звезду, солнце, спутник. Я даже соглашусь на меньшее. Покажите мне травинку, муравья, песчинку праха, в которых была бы какая-то незавершенность. Бог работает и в деле нашего спасения и продолжит этот труд, хотя и мы призваны, в том же послании написано, со страхом и трепетом совершать свое служение. Бог ведет нас путем освящения, и мы уверены, что наш дух и душа и тело сохранятся во всей целости, без порока в Его пришествии. Бог совершит дело благодати везде, где оно начато. В том числе, ободритесь, братья и сестры, в нашей личности, в нашем характере. Но в данном тексте речь скорее о служении, добрых делах, которые совершает церковь в Филиппах, их участии в благовествовании. Он уверен, что верующие в Филиппах доведут начатое служение до конца с Божьей помощью. И здесь я хотел бы выразить уверенность в том, что Бог продолжает действовать в своей церкви, что Иисус по-прежнему ведет нас, по-прежнему с нами, как с церковью в Филиппах. Он был с нами не только в прошлом. Он не только совершит великие дела в пришествии Своем, но и сегодня Он с нами. К сожалению, не все гладко в Церкви Христовой, и мы переживаем уменьшение количества членов Церкви. Мы наблюдаем процесс секуляризации, особенно в Европе. Слово «секуляризация» означает процесс снижения роли религии в жизни общества, переход к светской модели. Она проявляется и в нашей стране, но в некоторых странах Запада в большей степени. Например, я слышал, что каждую неделю в Голландии закрываются 2 церкви, в год примерно 100 церквей. По другим данным, в течение 4 лет придется закрыть около 700 протестантских церквей. При таком темпе закрытия церквей к 2050 году их может не остаться совсем. Идет перепрофилирование церковных зданий, некоторые из них сносятся, другие переоборудуются в мечети, магазины, даже в развлекательные центры. Все же мы не теряем оптимизма. Я не думаю, что религиозная ситуация сильно изменится и массы людей потекут в церкви, что люди будут обращаться целыми деревнями. Хотя не знаю, какие сюрпризы готовит Господь, просто исхожу из текущей ситуации. Но в то же время не думаю, что все будет так уж плохо. Христианство не умрет, церковь не исчезнет. Она снова и снова будет проявлять себя в разных новых формах и служениях, наряду с формами традиционными, конечно. Начавший доброе дело в своей церкви будет совершать его до своего пришествия. Мэтью Генри ободряет нас. Тот, кто насадил христианство в этом мире, будет хранить его, пока стоит мир, пока тайна Божия не завершится и тело Христа не заполнится. Церковь построена на камне, и врата ада не одолеют ее. Собственно, мы видим, как новые люди приходят к Богу, видим, как Господь меняет грешников, мы видим, как Евангелие проявляется в победе над грехом, в верности Господу,
во взаимоотношениях в церкви, прощении, любви, долготерпении. Дорогие друзья, пусть Господь и нас преисполнит уверенностью в Боге, в Его обещании, сея с вами во все дни до скончания века. И пусть Он даст силы продолжать дело благовестия и совершать его до самого пришествия Христа. Спаситель мой, к любви Твоей склоняюсь. Нет ничего счастливее моих слез. В крылах Твоих из бездны поднимаюсь. У края пропасти Ты спас меня, Христос. И плакать хочется, лететь к Тебе и петь. И сердце пьет потоки утешения. Теперь живу, теперь спешу спеть, благодарить Тебя за милость и спасение. О, Иисус, к любви Твоей склоняюсь. Нет ничего счастливее этих слез. И духом я с Тобой соединяюсь. О, как могу не петь Тебе, Христос. Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что нужно мне. Ты для души желаний всех желанных, родней всего родного на земле. Благодарю за время испытаний и за огонь, что крылья опалил, за радость, что воскресла из страданий, за то, что Ты меня так возлюбил, за то, что нежной сильною рукою, как мать дитя в объятии ласкал, и укрывал, и утешал собою, когда от сердца язвы отсекал. О, Иисус, к любви Твоей склоняюсь. Нет ничего счастливей моих слез. И духом я с Тобой соединяюсь. О, как могу не петь Тебе, Христос. Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что нужно мне. Ты для души желаний всех желанных, родней всего родного на земле. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Подошло время нашей встречи, и я, Елена Делюк, рада приветствовать вас, дорогие слушатели. Сегодня программа выходит в рубрике «Муж ее известен у ворот», а героиней нашего рассказа станет Свеа Флуд, жена шведского миссионера Дэвида Флуда. Так чем же известен Дэвид Флуд? К сожалению, не тем, что самоотверженно сражался за души погибающих людей без Христа. Впрочем, обо всем по порядку. В 1921 году Дэвид и Свеа Флуд отправились со своим 2-летним сыном из Швеции в сердце Африки, в то, что тогда называлось Бельгийским Конго. Эта миссионерская пара встретилась с Эриксонами, еще одной молодой скандинавской парой. Вчетвером они молились, чтобы Бог направил их в служение. И через время они почувствовали побуждение от Господа отправиться с главной миссионерской станции, чтобы нести Евангелие в отдаленный район, в деревню Далера. Это был огромный шаг веры с их стороны. Приехав туда, они тут же получили отпор со стороны вождя, который не позволил им даже войти в свою деревню, боясь, что местные боги отвернутся от них. Тогда 2 миссионерские семьи решили построить собственные глинобитные хижины недалеко от деревни, в нескольких сот метрах вверх по склону. Они молились о духовном прорыве, но его не было. Единственным их контактом с жителями деревни был мальчик, которому разрешили продавать им кур и яйца 2 раза в неделю. Свеа Флуд, крошечная женщина, ростом всего 1 метр 42 сантиметра, решила, что если это единственный африканец, с которым она может поговорить, она попытается привести мальчика к Иисусу. И ей это удалось. Тем временем малярия поражала одного члена маленькой миссионерской группы за другим. Эриксоны решили, что с них достаточно страданий, и уехали, чтобы вернуться на центральную миссионерскую станцию. Дэвид и Свеа Флуд остались возле Ндалеры и продолжали служить сами. Через время Свеа забеременела, но они не уехали на центральную миссионерскую станцию, а продолжали жить в своей хижине посреди этой дикой природы. Когда пришло время рожать, вождь деревни немного смягчился и позволил акушерке помочь Свеа. Родилась маленькая девочка, которую назвали Айной. Роды были тяжелыми. Свеа, и так ослабевшая от приступов малярии, не смогла выдержать, и роды стали роковым ударом по ее здоровью. Она умерла через 17 дней после рождения Айны. Что-то сломалось глубоко внутри Дэвида Флуда в тот момент. Он выкопал грубую могилу и похоронил свою 27-летнюю жену, а затем спустился с горы вместе с детьми на миссионерскую станцию. Отдав малышку Айну Эриксонам, в злобе он прорычал: «Я возвращаюсь в Швецию. Я потерял жену и, скорее всего, не могу позаботиться и об этом ребенке. Бог разрушил мою жизнь». С этими словами он направился в порт.
отвергнув не только свое призвание, но и самого Бога. Казалось бы, на этом история Свеа Флот закончилась, но нет. Закончилась только история ее жизни, но дело ее продолжилось. В течение последующих 8 месяцев оба Эриксона заболели и умерли с разницей в несколько дней. Малышку Айну передали другой американской миссионерской семье, и они сменили ее шведское имя на английское Эгги. В конце концов, они забрали ее в Соединенные Штаты, когда ей было 3 года. Новая семья любила Эгги. Боясь возвращаться в Африку из-за юридических моментов удочерения Эгги, они решили остаться в своей родной стране и перейти от миссионерской работы к пасторскому служению. Поэтому Эгги выросла в Южной Дакоте. В молодости она училась в Северно-Центральном библейском колледже в Миннеаполисе. Там она познакомилась и вышла замуж за Дьюи Херста. Прошли годы. У них было плодотворное служение. Эгги родила сначала дочь, затем сына. Со временем ее муж стал президентом христианского колледжа в районе Сиэтла, и Эгги была заинтригована, обнаружив там столько скандинавского наследия. Однажды она нашла в своем почтовом ящике шведский христианский журнал. Она понятия не имела, кто его послал. Когда она перелистывала страницы, одна фотография внезапно остановила ее взгляд. Там, в примитивной обстановке, была могила с белым крестом, а на кресте были слова «Свеа Флот». Эгги нашла переводчика, который изложил ей краткую историю статьи. Речь идет о миссионерах, которые много лет назад отправились в Ндаллеру, Африка. Родился ребенок, молодая мать умерла. Перед этим они привели к Иисусу всего лишь одного маленького африканского мальчика. После того, как все белые ушли, мальчик вырос. Через время он убедил вождя позволить ему построить школу в деревне. Постепенно, один за одним, он привел всех своих учеников ко Христу, и дети привели к нему своих родителей. Вскоре даже вождь стал последователем Иисуса. Сегодня в этой деревне проживает 600 верующих, все из-за жертвенного служения Дэвида и Свеа Флот. Эгги была в восторге. На 25-летие свадьбы Херстов колледж подарил им поездку в Швецию. Эгги разыскала своего биологического отца. Дэвид Флот был уже стариком. Вернувшись в Швецию, он женился повторно, стал отцом еще 4 детей и растратил свою жизнь на алкоголь. Потом перенес инсульт и, все еще ожесточенный, установил в семье одно правило для всех: никогда не упоминай при мне имени Бога. Бог забрал у меня все. После эмоциональной встречи со своими сводными братьями и сводной сестрой Эгги хотела увидеть отца. Они колебались. Вы можете поговорить с ним, но он сейчас очень болен. Вам нужно знать, что всякий раз, когда он слышит имя Бога, он приходит в ярость. Эгги вошла в убогую квартиру, повсюду были разбросаны бутылки из-под спиртного, медленно подошла к своему 73-летнему отцу, лежащему в смятой постели. «Папа», — сказала она осторожно. Он повернулся и, увидев ее, заплакал. «Айна, я никогда не хотел тебя отдавать». «Все в порядке, папа», — ответила она, нежно взяв его ладонь. «Бог хорошо обо мне позаботился». Ее отец мгновенно напрягся
и его слезы прекратились. Бог забыл всех нас. Наша жизнь была разбита из-за него. Он повернулся лицом к стене. Эгги погладила его по лицу, а затем продолжила. «Папа, я хочу рассказать тебе чудесную историю. Ты поехал в Африку не напрасно. Мама умерла не напрасно. Маленький мальчик, которого ты завоевал для Господа, вырос и всю эту деревню привел к Иисусу. Единственное семя, которое ты посадил в его сердце, продолжало расти и расти. Сегодня 600 человек служат Господу, потому что ты был верен призыву Божьему в своей жизни. Папа, Иисус любит тебя. Он никогда не ненавидел тебя и не бросал нас». Старый отец повернулся и посмотрел дочери в глаза. Его тело расслабилось, и он начал тихо и медленно говорить. В тот же день, в молитве покаяния, он вернулся к Богу, на которого был зол столько лет. В течение следующих нескольких дней отец и дочь вместе наслаждались теплыми моментами. Через несколько недель после того, как Эгги и ее муж вернулись в Америку, Дэвид Флуд умер. Несколько лет спустя Эгги и ее муж присутствовали на евангелизационной конференции в Лондоне, в Англии, когда был сделан отчет из Заира, бывшей бельгийская Конго. Руководитель Национальной церкви, представляющий около 110 тысяч крещенных верующих, красноречиво говорил о распространении Евангелия в своей стране. После конференции Эгги подошла к нему и спросила, слышал ли он когда-нибудь о Дэвиде и Свиа Флуд. «Да, мадам», — ответил мужчина, — «Свиа Флуд привела меня к Иисусу Христу. Я был тем мальчиком, который приносил еду твоим родителям еще до твоего рождения. Ведь по сей день могила твоей матери и ее память чтятся всеми нами». Он долго обнимал Эгги, рыдая. «Вы должны приехать в Заир. Твоя мать — самый известный и почитаемый человек в нашей истории». Когда Эгги и ее муж отправились в Ндалеру, их приветствовали ликующие толпы жителей деревни. Эгги даже встретила человека, которого ее отец нанял, чтобы он спустил ее с горы в гамаке люльки. Затем пастор сопроводил Эгги к могиле ее матери с белым крестом, носящим ее имя. Она преклонила колени в земле, чтобы помолиться и поблагодарить Бога. В тот же день в церкви бывший маленький мальчик, уже ставший пастором, читал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Псалом 125, 5 стих. Вот и подошла к концу наша программа. В следующий раз встретимся с вами ровно через неделю в это же время и на этой же волне. Будем ждать от вас писем. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Слушайте программы Трансмирового радио и в интернете на сайте TWR-FM и на ютубе TWR Беларусь. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам Божьих благословений.
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брыжцель. Тэма сённяшняй размовы «Залаты фонд царквы». Як шмат дзіўных рэчаў вакол нас. Якое медыцынскае абсталяванне, якія хатнія прылады, якія аўтамабілі, якія аксесуары. Сёння мы можам глядзець у мікраскоп, блізка разглядаць навакольны свет, і тэлескоп бачыць далёка. Шмат чаго стала даступна чалавеку. Як шмат дзіўных людзей вакол нас. Ёсць вядомая механічная галаваломка. Яе стварыў вугорскі скульптар і выкладчык архітэктуры Эрне Рубік. Велізарная колькасць камбінацый. Я нядаўна ў сетцы знайшоў відэа. У канцы снежня 2017 года кітайскі 13-гадовы хлопчык усталяваў рэкорд Гіннеса. Ён за 5 хвілін сабраў 3 кубіка Рубіка, не перастаючы імі жангляраваць. Яго рэкорд трапіў у сусветна вядомую катэгорыю «Афіцыйна неверагодна». Падобных прыкладаў не пералічыць як у вобласці уменняў, так і ведаў. Асяроддзе кожнага з нас сабрала шмат цудоўных людзей. Яны прама ці ўскосна злучаны з намі, сваякі, калегі, сябры. Я думаю, што веруючыя людзі сярод іх адметна вылучаюцца. Нядаўна мы з жонкай ехалі ў маршрутцы. Зайшла мама з маленькай дачкой. Малая шчабятала. І раптам спытала: «Мама, а дзе востраў скарбаў?» Я не пачуў, што адказала мама. Я ведаю, што адказаў б я. Востраў скарбаў – гэта царква. Сапраўдны скарб, хрысціяне, залаты фонд. Пра гэта піша апостол Павел у сваім познім лісце «Пасланні да Каласянаў», 4 раздзел, 14-18 вершы. «Вітае вас Лука, лекар улюбёны, і Дымас. Прывітайце братоў у Леадыкеі і Німфана і царкву ў доме ягоным. І калі гэтае пасланне будзе прачытана ў вас, зрабіце, каб яно было прачытана ў Леадыкейскай царкве. І тое, якое з Леадыкеі, прачытайце і вы. І скажыце Архіпу, зважай на служэнне, якое ты атрымаў у Господзе, каб табе споўніць яго. Прывітанне маёй рукою Паўлаваю. Памятайце пра путы мае. Ласка з вамі. Амен». Невад Царства Нябеснага захапіў розных людзей. Яны прыйшлі ў царкву са сваімі слабымі і моцнымі бакамі. І яны, дзякуючы Ісусу Хрысту, гатовыя на ахвяру, адносіны і служэнне. Давайте разам паглядзім на спіс людзей, якіх адзначае апостол Павел. «Вітаю вас, Лука, лекар улюбёны, і Дымас. Прывітайце братоў у Леадыкеі і Німфана і царкву ў доме ягоным». Першае – ахвяра. Прысвяціць сябе Хрысту значыць аддаць яму ўсё. Лука быў па прафесіі ўрачом. Магчыма, пакінуў сваю прыбытковую практыку і пачаў клапоціцца пра апостола Паўла, прапаведаваць Хрыста, пісаць Евангелие і кнігу дзеяў апостальскіх. У 2017 я ў нашым горадзе Брэсце ўдзельнічаў у мерапрыемствах, прысвечаных 500годдзю беларускага кнігадрукавання. У рамках аднаго праекта пазнаёміўся са скульптарам з Менска. Ён хрысціянін. Памятаю, як ён мне распавядаў, што спачатку хрысціянскага шляху самае цяжкае для яго было аддаць сваю прафесію Хрысту. «Господь, возьми ўсё, акрамя маёй творчасці». Так не атрымаецца. Бог не будзе сябе дзяліць ні з кім, ні з чым. Павел узгадвае супрацоўніка Дымаса. Невядома, што пакінуў на той момант ён, але любое служэнне заўсёды ахвяра. Роўна як і Німфан ці Німфа. У рукапісах сустракаюцца і мужчынскі, і жаночы варыянты імя. Важна іншае, яны прадставілі сваю маёмасць для служэння. У той час любы дом мог быць царквой, а ўласнік – кіраўніком. У адным хрысціянскім гімне ёсць такія словы:
Усё Ісусу аддаю і цалкам яму належу. Выбраць яго значыць аддаць яму ўсё. І калі гэтае пасланне, працягвае Павел, будзе прачытана ў вас, зрабіце, каб яно было прачытана ў Леадыкейскай царкве, а тое, якое з Леадыкеі, прачытайце і вы. Другое. Новы тып узаемаадносінаў. Павел кажа пра важнасць міжцаркоўных адносінаў. Апостал стварае нагоду для сустрэч і кантактаў. Ён піша пра хрысціянскія каштоўнасці так, што яго словы актуальныя ўсім. Пасланне Леадыкейскай царкве, магчыма, нейкі згублены ліст, а магчыма, гэта пасланне да эфесянаў ці да Філімона. Для мяне словы Паўла вельмі важныя і каштоўныя. На працягу шматлікіх гадоў мы ў сваім горадзе будавалі адносіны паміж пастарамі і цэрквамі. У нас былі не толькі сустрэчы, але і праекты. Сумесная праца аб'ядноўвае і ўмацоўвае адносіны. Той, хто спазнаў гэта, ніколі не захоча ад гэтага адмовіцца. Калі цэрквы і вернікі разам, яны могуць стаць для грамадства адным голасам і адным сэрцам. Кропка ў пасланні асабістая. Паслухайце і скажыце Архіпу, зважай на служэнне, якое ты атрымаў у Господзе, каб табе споўніць яго. Прывітанне маёй рукою, Паўлаваю. Памятайце пра путы мае, ласка з вамі. Амен. Трэцяе, на што хочацца звярнуць увагу, гэта служэнне. Павел звяртаецца да Архіпа. У пасланні да Філімона ён названы паплечнікам. Вялікая верагоднасць, што ён быў сваяком ці нават сынам Філімона і Апфіі. У любым выпадку гаворка ідзе пра пакліканне. У кожнага з нас ёсць сваё крэсла і свая задача. Можа, у Архіпа былі сумневы, ці апостал нагадваў адмысловае даручэнне, напрыклад, пропаведь Евангелія. З падобнымі словамі ён ужо звяртаўся і да Тімафея. А ці выкарыстоўваем мы дадзеныя Богам магчымасці для служэння? Іх шмат. Прыгадваю, як адзін місіянер распавядаў пра сваё служэнне. Колькі разоў даводзілася сеяць у сэрца людзей, як у пустую глебу. А бывала, не хочучы, кінеш насенне, і чалавек каецца. Мы не спецыялісты па глебах. Наша задача быць на сваім месцы і рабіць сваю справу. Нядаўна адзін хрысціянін, які працуе з сіротамі, праблемнымі сем'ямі, інвалідамі, даслаў мне фотасправаздачу пра сваю паездку па Беларусі. У іх каманды адбыліся сустрэчы з рознымі людзьмі. Мэта – падтрымаць сем'і і сказаць: «Мы разумеем вас». Як гэты чалавек быў здзіўлены, калі перад імі знаходзіліся гатовыя групы па вывучэнню Бібліі. Я падумаў, служэнне нараджае служэнне. Адной сястры з нашай царквы я даў даручэнне. Яна мне патэлефанавала і сказала: «Спі спакойна, усё зраблю». Як жа цудоўна, што побач з намі людзі, якім паўтараць і якіх кантраляваць не трэба. І вось мы чуем уласны прыклад. Памятайце пра путы мае. Павел у турме. Гэта яго ўласны кошт за вернасць Хрысту. Таму гэта не пасланне чалавека, які не ведае, што такое служэнне Господу. Гэта не пасланне чалавека, які патрабуе ад іншых тое, што не гатовы зрабіць сам. Гэта не пасланне чалавека, які ніколі не пакутваў за Хрыста. Павел быццам кажа вернікам і нам: «Я Сымон Кіраніянін, я таксама нясу крыж Хрыста». У той час аўтары дыктавалі, а потым самі падпісвалі лісты. Што напісаў Павел вернікам? «Памятайце пра путы мае». Іншымі словамі, маліцеся за мяне. Сябры, хрысціянства – гэта лад жыцця, які злучае вернікаў у адну сям'ю людзей. Яны добра разумеюць мову ахвяры, адносінаў, служэння. Залаты фонд царквы. Ці важна гэта? Так. Ці здольныя мы на гэта без Божай дапамогі? Не. Спроси самарянку, что всех приглашала, послушав Иисуса, пророком назвала. С тех пор уж прошли столетия, года, но в этом колодце всегда есть вода. Как песни поют, где в колодце вода, и колосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где
поют, где в колодце вода, и колосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Грехом истомился народ и земля, приди к Иисусу скорей навсегда. И там, где в колодце живая вода, найдешь ты спасение у ног лишь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. А мы утешение имеем навеки. У нас есть колодец, и в нем есть вода. То слово спасения, то слово Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там Божий колодец, где церковь Христа. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брыштель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, Дима, шалом, Хаверим. Шалом, Татьяна. Категорически шалом всем. В прошлый раз мы начали размышлять о 10 заповедях и подробно рассмотрели первую из них. Сегодня продолжаем наши размышления, и на очереди вторая заповедь. Татьяна, прочти ее, пожалуйста. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3 и 4 рода, ненавидящих меня и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Спасибо большое. Хочу отметить тот факт, что если первая заповедь обращает наше внимание на то, что Бог наш Творец, Спаситель, и Он ожидает от человека поклонения, то вторая заповедь говорит нам о том, каким должно быть наше поклонение. Наше поклонение должно быть подобающим, а также раскрывает нам 2 важные характеристики Бога, такие как Бог-ревнитель и милосердие Бога. Вторая заповедь начинается с предупреждения. Если человек хочет правильно поклоняться Богу, то его поклонение должно быть подобающим. И в связи с этим Бог объясняет, чего не должно присутствовать в поклонении Ему. Нам надо помнить, что еврейский народ только что вышел из страны, где идолопоклонство было официальной религией. И вот для того, чтобы влияние этой ложной системы на общество нивелировать, Бог предупреждает о том, что неподобающее поклонение ведет к идолопоклонству, а идолопоклонство ведет к разврату. Далеко ходить за примерами не надо. Пока Моисей был на горе 40 дней, желание народа иметь видимый образ Бога в поклонении привел к ужасному идолопоклонству, за которым последовал разврат. В результате этого наш народ испытал на себе, что такое ревность Бога. Бог напоминает, что в поклонении категорически запрещены кумиры и образы. Текст говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу». Если мы начнем использовать что-то подобное, то Бог обязательно проявит ревность по отношению к нашему поклонению. Дима, а давай попробуем разобраться со значением слов «кумир» и «изображение». Ведь сегодня чаще всего под понятием «кумир» подразумевается некий известный человек, будь то певец или актер или кто-либо еще, который становится авторитетом для человека, его чтущего. А понятие «изображение» и вовсе растяжимое. Я с тобой согласен. Но для того, чтобы нам правильно понимать эту заповедь, мы вновь обратимся к книге Второзакония. Как мы упоминали ранее, книга Второзакония – это расширенная версия 10 заповедей. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы рассмотреть 2 еврейских слова. Кумир на иврите звучит как фесель и означает скульптор или художественное скульптурное изображение. И слово изображение на иврите – это тмуна – зрительный художественный образ. Спасибо за своеобразное лингвистическое пояснение. Однако теперь возникает вопрос о том, как конкретно выглядит этот художественный образ. А вот тут нам снова поможет книга Второзакония. 4 глава, 15-16 текст. Татьяна, прочти его, пожалуйста. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений, 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 какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину».
Как мы видим из текста, Моисей подробно объясняет, что такое кумир и изображение. И если мы детально этот текст рассмотрим, то мы увидим, что под словом «кумир» и «изображение» подразумевается мужской и женский образ. Исторический факт. Когда Тора была переведена на греческий язык, 72 еврейских книжника, которые делали этот перевод, перевели слово «образ» греческим словом «эйкон». Вам это слово больше известно как «икона». Другими словами, вторая заповедь, а конкретно ее первая часть, которую мы сейчас рассматриваем, учит нас тому, что мы не должны в своем поклонении использовать изображения или иконы или скульптуры. Если мы будем игнорировать это ясное предупреждение Бога, то нам придется испытать на себе его ревность. Сегодня на этом все. А в следующий раз мы продолжим рассматривать вторую часть второй заповеди. תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. הביטנני אדוני אלוהי, אדוני אלוהי, האיר עיני פן אישה המוות, פן יאמר אויבי יכולתיו צרי יגילו, פן יאמר אויבי יכולתיו צרי יגילו, כי אמות. עד אנה אדוני תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. הביטנני אדוני אלוהי, אדוני אלוהי, יאיר עיני פן אישה המוות. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача Лерееха, абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btw.r@brest.by. До следующих встреч! Шалом! הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני. הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני. הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה. קומה
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночык. Сёння мы пагаворым пра Аўгустоўскі канал. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра ідэю стварэння і рэалізацыі. Аўгустоўскі канал гэта можа быць адно з найбольш славутых гідралагічных збудаванняў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Аўгустоўскі канал ён славуты тым, што злучае басейны Віслы і Нёмана. Ідэя стварэння яго ўзнікла яшчэ ў 60-70-е гады 18 стагоддзя. Гэтыя гады адметныя ў гісторыі нашай краіны тым, што у Рэчы Паспалітай да ўлады прыйшоў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, дарэчы, ураджэнец Беларусі. Ён быў чалавекам такога прагрэсіўнага светапогляду, і ён імкнуўся зрабіць рэформы ў розных сферах жыцця краіны з тым, каб захаваць Рэч Паспалітую, захаваць яе як палітычнае ўтварэнне і захаваць увогуле той лад, які быў у Рэчы Паспалітай, рэфармаваўшы яго на прадмет большай эфектыўнасці. Вось у межах гэтых рэформаў і ўзнікла гэта ідэя. Каб не залежыць ад Прусіі, таму што Прусія была краінай даволі такой агрэсіўнай, варожай да Рэчы Паспалітай, было прынята рашэнне стварыць такі абыходны маршрут, водны маршрут, па якім бы дастаўляліся тавары з Польшчы праз Беларусь, Літву і аж да Латвіі. Была такая ідэя працягнуць аж да Венспілса, да Балтыйскага мора, і каб адразу былі парты Расіі, там Швецыі і выйсці у адкрыты акіян. Вось такая была ідэя. Рэалізацыя была трошкі іншая, з рэалізацыі давялося пачакаць аж да 1824 году. Роўна 200 год таму расійскі імператар, а ўжо Беларусь была далучана да расійскай імперіі. Вось расійскі імператар Александр I, ён пагадзіўся з гэтым праектам, а праект таксама стварыў наш суайчыннік, уладальнік Шчучына, Францішак Ксаверый Друцкі-Любецкі. Ён падпісвае гэты праект, мае на ўвазе расійскі імператар, і пачынаецца будаўніцтва, якое займае 15 гадоў. Чаму Аўгустоўскі канал – гэта унікальны аб'ект свайго часу? Добрае інжынернае вырашэнне. Што такое канал? Канал – гэта ж не рака, гэта ж не прыродны нейкі вадаём. Канал – гэта водная артэрыя, якая злучае некалькі рэкаў, якая сілкуецца вадой з іх, якая створана на такім розным ландшафце. Адзін узровень вышэй, іншы ніжэй. Это ж усё немагчыма так пракапаць дакладна. Таму ствараецца сістэма дамбаў, шлюзаў, каб можна было павышаць, паніжаць вось гэты ўзровень вады. Плюс патрэбна, каб была праточная вада. Значыць, патрэбна, каб яна пастаянна цыркулявала, арганізаваць цыркуляцыю гэтай вады. Ну і плюс, канешне, важны момант стварыць такія умовы, каб была вялікая транспартная праходнасць. Значыць, гэтыя баржы вялікія павінны былі цягнуць коні. Агульная працягласць 102 кіламетры. Можна уявіць. Значыць, гэтыя станцыі такія, дзе коні цягнуць. Не было ж параходаў тады. Трэба было стварыць парты, фактычна партовыя такія камеры, у якія судна заходзіла, і дзе яно апускалася, падымалася, дзе яно грузілася, і шлюзы, праз якія яно выходзіла ўжо далей у канал, і гэтак далей. І гэта ўсё было зроблена вельмі дасканала, таму, канешне, адзін з найлепшых у свеце. Больш падрабязней пра аўтара праекту. Вельмі цікавы чалавек, Францішак Ксаверый Друцкі-Любецкі, прадстаўнік князёў Друцкіх-Любецкіх з самага свайго юнацтва, а ён нарадзіўся у 1778 годзе, а ён пайшоў на расійскую службу, на расійскую вайсковую службу, што было даволі нетыповым, так, мякка кажучы, для беларускай шляхты. Але ён пайшоў, ён служыў у расійскім войску, быў кантужаны нават у баях з французамі, пайшоў у адстаўку, і ён быў чалавекам, які ў 1811 годзе прапаноўваў разам з Агінскім праект адраджэння Вялікага княства Літоўскага пад уладай расійскай імперіі.
Вот ён хацеў, каб Вялікае Княства Літоўскае мела аўтаномію. Вот ён быў прыхільнікам гэтай аўтаноміі, хоць неяк захаваць самабытнасць Вялікае Княства Літоўскае. А ён таксама падказаў Аляксандру I, як захаваць аўтаномнасць ад, зноў жа, ад той жа Прусіі, таму што Прусія ўвяла і мытныя пошліны і адносна расійскай імперіі. Перад апошні год свайго царавання Аляксандр I падпісвае гэты праект. Друцкі-Любецкі ён становіцца высокім петербургскім чыноўнікам. Ён жыў і памёр нават у Петербургу ў 1846 годзе. Ён займаў такія высокія пасады ў сталіцы расійскай імперіі. З аднаго боку ён служыў расійскай імперіі, а з іншага боку ён клапаціўся пра інтарэсы менавіта Беларусі, былога Вялікае Княства Літоўскае. Аўгустоўскі канал, як гэты водны шлях выкарыстоўваўся? Ён выкарыстоўваўся, дарэчы, у якасці канала менавіта транспартнай артэрыі вельмі кароткі перыяд. Рэч у тым, што калі ён быў пабудаваны, а гэта здарылася ў 1839 годзе, тады ўжо ўзнікалі параходы. Увогуле першы параход гэта 1807 год. Там ўжо на момант будаўніцтва ўжо былі параходы, яны проста не былі распаўсюджаны. Былі параходы, але самае галоўнае тое, што Прусія яна зняла гэтыя мыты і зняла таксама абмежаванні ў адносінах з расійскай імперіяй і з іншымі краінамі. То бок, гандляваць, цягаць вось гэтыя баржы станавілася не так выгадна. З'явіліся чыгункі. Вось чыгуначны транспарт, ён быў, тады цэлай рэвалюцыі, гэта ўжо другая палова 19 стагоддзя. Таму, вось першыя там 10 гадоў свайго існавання, конечно, быў інтэнсіўна, там 200 баржаў за год маглі цягаць, а пасля ўсё менш і менш, і ўрэшце рэч дайшло до таго, што ён ужо больш ператварыўся ў якасці такога экскурсійнага маршруту. Першая экскурсія была 1909 годзе створана. І ў час Першай светнай вайны быў пашкоджаны і на некаторы час увогуле заняпаў. Аўгустоў сам на тэрыторыі Польшчы, там было раней адбудавана, на тэрыторыі Беларусі 20 кіложметраў, гэта было пазней адбудавана. Раскажыце, калі ласка, пра аднаўленне канала і месца прыцягнення. Ужо пасляваенны такі перыяд у час БССР ён быў вельмі моцна пашкоджаны, пачалося паступова аднаўленне, а ўжо ў незалежнай Беларусі ён быў цалкам адноўлены і нават запусцілі такі экскурсійны параход Нёман, які вось вазіў турыстаў. Фактычна да гэтага часу ён дзейнічае. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што, канешне, вельмі важна, што ёсць вялікая экасістэма. Для экалагічнага турызму гэта можа быць найлепшы аб'ект. У рэгіёне, дзе размешчаны Аўгустоўскі канал, сыходзяцца межы 3 дзяржаў – Беларусі, Польшчы і Літвы. Гэта зямля была месцам сустрэч, што паўплывала на традыцыі, мову, звычаі і мясцовую самасвядомасць. Штогод у Беларусі праводзіцца фестываль «Аўгустоўскі канал» у культуры 3 народаў. Я думаю, заўсёды можна знайсці тое, што нас аб'ядноўвае. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Здравствуйте, друзья! Наверное, мы все слышали о черном рынке. Это такой элемент теневой экономики, который не подчиняется государству. Торговля там является нелегальной. Почему же люди участвуют в этом? Возможно, по каким-то причинам их не устраивают условия, которые ставит государство. В сегодняшнем тексте Господь говорит о ворах и разбойниках, которые не хотели входить законным путем. По каким-то причинам их не устраивал честный путь. Что это за люди? И почему они не входят через дверь? Мы вступаем в 10 главу Евангелия от Иоанна. И сегодня прочитаем стихи с 1 по 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелезает иным путем, тот вор и разбойник, а входящий дверью – пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я – дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо Мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Господь представляет очередную притчу, или, говоря современным языком, аллегорию. Как мы уже убедились, Евангелие от Иоанна насыщено подобными аллегориями и во многом построено на них. В первых 5 стихах 10 главы находится одна из самых богатых, глубоких и важных притч, которые изрек Господь. Оставшаяся часть главы посвящена толкованию этой притчи. В ней мы видим 3 великих образа. Первый образ – дверь, второй – добрый пастырь, а третий – послушные овцы. И поскольку все эти образы очень важны, мы посвятим каждому из них отдельную беседу. Вот сегодня мы посмотрим, чем Господь Иисус похож на дверь. В следующий раз поговорим о нем как о пастыре, то есть пастухе. И третью беседу посвятим овцам Христа, то есть верующим в Него. Итак, прежде всего Господь представляет себя как дверь в овечий загон. Но начинает Он не с овец, а с других персонажей. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелезает иным путем, тот вор и разбойник». То, что здесь говорит Господь, является продолжением предыдущей главы. А там рассказывается про исцеление слепорожденного и как фарисеи тщетно пытались дискредитировать Иисуса. Сначала они обвинили Его в нарушении субботы, потом не поверили, что слепой прозрел,
Затем попытались перетянуть прозревшего на свою сторону. Наконец выгнали его вон и вдобавок решили, что будут отлучать от синагоги всех, кто признает Иисуса Христом. Видно, как они сопротивляются Ему, как ненавидят Его. Их не убеждают ни слова Иисуса, ни Его чудеса. И вот теперь Иисус высказывает свое мнение о них. И это мнение такое: они воры и разбойники. Почему? А потому что они не входят к овцам через дверь. Я, Иисус, дверь, а они всячески избегают Меня, они не признают Меня, они готовы лезть через заборы, кусты, стены, лишь бы не мною, лишь бы не через Меня. И это показывает, кто они на самом деле. Они воры и разбойники. Потому что только воры и разбойники перелезают инди. Нормальные пастухи входят дверью, а дверь к Божьим овцам – это я, Христос. В связи с выражением «воры и разбойники» есть один интересный и довольно важный вопрос. Толкуя эту притчу, Христос сказал: «Все, сколько их не приходило передо мной, суть воры и разбойники». С фарисеями понятно. Но кого имел в виду Господь, когда говорил «все», сколько их не приходило предо мной? В Древнем Израиле пастухами Божьего народа называли начальников, царей, князей, судей. Но неужели все они были ворами и разбойниками? Пророки часто обличали негодных пастырей, но ведь были же в Израиле и добрые пастухи. Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, другие благочестивые цари. Я помню проповедь, в которой проповедник утверждал, что все, кто приходили перед Христом, это первосвященники Израиля на всем протяжении Ветхого Завета. Но и здесь я не могу согласиться. Аарон не был вором и разбойником. Или, например, в 4 книге Царств рассказывается о верном священнике Иодае, который сберег маленького царя Иоаса, а потом учил его почитать Бога. Или вот после возвращения из плена в Израиле был верный первосвященник Иисус, сын Иосидеков. Пророки Агей и Захария говорили о нем только доброе. Может быть, большинство начальников священников Израиля были ворами и разбойниками, но явно не все. Почему же Иисус так категоричен? Все дело в одном коротком слове – «перед». Иисус сказал: «Все, сколько их не приходило, передо мною». На первый взгляд кажется, что Иисус говорит «все, кто был до меня, воры и разбойники». На самом деле это слово нужно понимать иначе. Это греческое слово «про», которое означает не только «перед», но еще «снаружи», «вместо» или «впереди». Другими словами, Иисус подразумевает не тех пастырей, которые были раньше Его, а тех, которые были без Него, сами по себе. Вот послушайте, как меняется смысл при таком прочтении. «Все, сколько их не приходило снаружи меня». «Все, сколько их не приходило вместо меня». «Все, сколько их не приходило впереди меня». Подразумевается именно то, что эти люди либо находились в стороне от Христа, либо пытались поставить себя на Его место. Господь имеет в виду не всех судей, царей и священников, а тех, которые не признавали Его, не уповали на Него и не почитали Его. Возьмем, к примеру, Давида. Был он добрым пастырем Израиля или вором и разбойником? Но, несомненно, он был добрым пастырем. Про него в Псалме сказано: «Господь избрал Давида и привел его пасти народ свой, и он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Это Псалом 77. Но вот что важно понимать. Хотя в историческом плане Давид был перед Христом, он не ставил себя выше Христа. Помните его слова: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Иисус цитировал эти слова и добавил комментарий: «Сам Давид называет его Господом». Так что в духовном смысле Давид был не перед Христом, а позади Его, и склонялся перед Ним. Он оставил много великих пророчеств о Христе.
Так что Давид был как раз одним из тех, кто дверью вошел в загон овчий. Отношение ко Христу – вот критерий, по которому определяется, настоящий это пастырь или вор и разбойник. И в наши дни это остается актуальным. Есть много проповедников, которые проповедуют что угодно, но не Иисуса Христа. А многие лишь прикрываются Христом, скажут несколько слов о Нем, а затем переходят к другим темам, ради которых, собственно, и проповедуют. Но настоящие Божьи проповедники всегда христоцентричны. У них все вытекает из Христа, и все к Нему возвращается, потому что все из Него им и к Нему. Он основание, и Он вершина. Он полнота, ответ на все вопросы и решение всех проблем. Блаженный Августин писал: «Двор овчий – это Вселенская Церковь. Всякий, желающий войти в этот двор, должен входить дверью, проповедовать Христа и искать Его славы, а не своей. Желая достичь ваших сердец, я проповедую Христа. Если же я стану проповедовать что-нибудь иное, то буду подобен вору, который перелазит инди». Подобное описал и Жан Кальвин. Лишь те являются истинными пастырями, кто ведет верующих прямо ко Христу. Тот, кто хоть как-то от Него отходит, не придерживается правильного пути и не входит через дверь, тот вор и разбойник. Им вторит Джон Райл. Дверь – это Христос. Только те служители, которые знают Христа, прославляют Его, служат в Его силе, ходят по Его следам и приводят других к Нему, могут быть названы истинными духовными пастырями. Лжепастырей мало заботит слава Христа. Они ищут выгоды, а не спасения, своего, а не угодного Христу. Одним словом, Христос – это пробный камень служения любого служителя. Тот, кто ставит во главу своего служения Христа, является пастырем по сердцу Бога. Кто не чтит Христа, тот самозванец, который вошел в служение не дверью, а через окно. Тысячи так называемых учителей христианства повторяют ошибку фарисеев. Множество их знают только имя Христа, не зная Его самого. Христиане должны серьезно задуматься об этом. Необращенные служители – беда современных церквей. Для меня прекрасный пример христоцентричного учения апостол Павел. Рассматривая самые разнообразные вопросы церковной жизни, он всегда обращается к Иисусу Христу. В посланиях Павла Спаситель находится в центре всего, о чем он пишет. И поэтому у нас нет никаких сомнений, что он действительно дверью входит к овцам. То же касается Иоанна, Петра и других апостолов. А теперь давайте посмотрим, что Христос говорит дальше. «Я – дверь овцам. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Прежде всего, хочу обратить внимание на фразу «дверь овцам». Вначале Христос представил себя как дверь для пастуха. Речь шла не об овцах, а о тех, кто к ним приходит. Либо заботливый пастух, либо вор и разбойник. Теперь же Господь меняет угол обзора и показывает, чем Он является для овец. Он дверь не только для пастуха, но и для животных. В своем толковании Христос перечисляет 3 великих благословения, которые получает тот, кто верит в Него. Первое благословение – спасение. Кто войдет мною, тот спасется. Собственно, даже нельзя назвать это благословением, это намного больше. Когда пожарный спасает человека из пожара, или когда спасатель вытаскивает тонущего из воды, это не просто благословение, это сама жизнь. И именно это дарит верующим Спаситель. Один арабский шейх рассказывал, как однажды он был в гостях у персидского генерала. Как раз в этот день должны были расстрелять шпиона, которого поймали и приговорили к смерти.
У этого персидского генерала был странный обычай. Он предоставлял осужденным преступникам выбор между расстрелом и большой черной дверью. Приближался момент казни. Стражники привели шпиона к генералу. И генерал сказал ему: «Я даю тебе выбор. Что ты выбираешь? Расстрел или большую черную дверь?» Бледный приговоренный, дрожа от страха, долго колебался, а потом срывающимся голосом сказал: «Расстрел». Его вывели во двор, и через несколько минут оттуда раздался залп. Тогда генерал повернулся к своему гостю, арабскому шейху, и сказал: «Практически все они предпочитают известное неизвестному. Люди боятся того, чего не знают. И все же выбор у него был». «А что там за большой черной дверью?» — спросил заинтригованный шейх. «Свобода», — ответил генерал. «На моей памяти было всего пара человек, достаточно храбрых, чтобы выбрать эту дверь». И сегодня у людей есть выбор. Только этот выбор намного важнее и серьезнее, чем был у того шпиона. Им тоже предлагается выбрать между вечной смертью, страшными мучениями в аду и дверью. Это дверь в жизнь, и не просто в жизнь, а в жизнь с избытком. Но, как и в том рассказе, очень немногие выбирают дверь. Им проще смириться со знакомым злом, чем доверить себя незнакомому им Иисусу Христу. Один толкователь изображает простую и яркую картину. Из-за греха между человеком и Богом возникла непреодолимая стена. С рождения мы имеем греховную природу. По мере взросления мы совершаем все новые грехи и все дальше уходим от Бога. Как же вернуться к Нему? Как приблизиться и оправдаться? Господь Иисус Христос стал для нас дверью к Богу. Благодаря Его жертве на кресте в этой стене образовалась брешь, и через нее мы можем прийти к Богу, получить прощение и обрести мир. Он — дверь в истинном смысле этого слова. Никто не может прийти к Отцу другим путем. Но это было лишь первое благословение. Второе заключается в словах «и войдет, и выйдет». Это выражение может вызвать недоумение. Куда войдет, мы еще, может быть, понимаем. А куда выйдет? Обратно в мир? Зачем? И здесь толкователи сходятся во мнениях. Мне нравится, как это выразил Уильям Баркли. Он пишет: Иисус пользуется знакомым иудеям выражением. Он говорит, что через Христа мы можем войти и выйти. Для иудея возможность входить и выходить была признаком абсолютно спокойной и безопасной жизни. Когда человек может входить и выходить без страха, это значит, что страна в мирном состоянии, и он наслаждается полной безопасностью. О послушном Богу человеке в книге Второзакония говорится: «Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». Верному псалмопевец обещает, что Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. То есть слова Христа говорят о безопасности Его овец. С Ним мы можем выходить и входить, ничего не боясь. В 1939 году, вскоре после вступления Великобритании в войну, король Георг VI в своей рождественской речи призвал граждан Соединенного Королевства и стран Содружества уповать на Бога. Среди прочего, он процитировал стихотворение, которое читала его мама. «Когда темна дорога и страхи впереди, возьмись за руку Бога и с Ним вперед иди. Ты будешь безопасен, как в крепкой башне в Нем, и станет путь твой ясен, как самым светлым днем». Видимо, это имел в виду Господь, когда говорил, что овцы Его будут входить и выходить с Ним. И третье благословение: «и пажить найдет». Пажить означает пастбище.
Когда-то давно Давид в псалме говорил: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях». А теперь Христос говорит: верующий в Меня найдет эти злачные пажити. Обратившись ко Христу, то есть войдя через Него, мы не будем всю жизнь сидеть в овечьем загоне. Нас ждут свободные просторы и зеленые пастбища. А затем все три благословения Христос обобщает в одном предложении: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Избыток – это прекрасный образ, который проходит через все Писание. В Моисеевом законе Бог обещает своему народу избыток урожая. «Будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». Книга Левит, 26 глава. Давид пишет в уже упоминавшемся псалме об избытке вина в своей чаше. «Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, чаша моя преисполнена». А Христос говорит, что Он в избытке дает жизнь. Это означает яркую, насыщенную жизнь, полную радости и смысла, жизнь, за которую вы будете искренне благодарны Богу. Жизнь во Христе – это не серое и унылое прозябание монаха-затворника. Это не изнурение плоти и не самоистязание. Нет, это полнота жизни, жизнь во свете, счастье, гармонии. По сути, Библия говорит, что только в Иисусе Христе и возможна такая жизнь, только в Нем мы начинаем жить по-настоящему, а без Него всего лишь существуем. Когда однажды ученики Христа спросили Его, что им будет за то, что они последовали за Ним, Господь ответил: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, в это время, среди гонений, во 100 крат более домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизнь вечную». Что может быть больше домов, братьев, сестер, отцов, матерей, да еще и с гонениями? А вот та самая жизнь с избытком, после которой нас ждет еще и жизнь вечная в Его Царстве. Джон Райл пишет: «Заключенная в этих словах истина имеет огромное значение. Она опровергает многие распространенные заблуждения. Христос не пришел только для того, чтобы научить людей новым правилам, явить собою пример святости или основать новые традиции. Он стал источником духовной жизни для всего человечества. Через Моисея людям были даны законы и правила. Через Христа мы получили благодать, истину и жизнь». Иллюстрация двери особенно важна одним аспектом. В дверь нужно войти. Недостаточно знать, что она существует. Мало верить, что за ней спасение. Нужно протянуть руку, открыть дверь и зайти внутрь. Так и с нашим спасением. Мало просто принять факты, изложенные в Библии. Нужно призвать имя Господа. Нужно обратиться к Нему с молитвой покаяния. Нужно вступить с Ним в завет. Нужно исповедовать свою веру перед людьми. Сами по себе эти действия не спасают, но они являются внешними проявлениями спасительной веры. Вошли ли вы этой дверью? Если нет, то скорее войдите и примите спасение. В заключение небольшой рассказ из Южной Африки. В небольшой миссионерской церкви в Йоханнесбурге есть маленькая металлическая дверь, выкрашенная в белый цвет. На ней написано «Дверь надежды». Именно такой она является для многих младенцев города. Раньше каждый месяц на улицах женщины оставляли от 40 до 50 новорожденных младенцев, где они умирали от жары или голода. Чтобы спасти малышей, миссия в 1999 году установила эту дверь. Собственно, это не совсем дверь, а скорее люк, за которым находится небольшой бокс.
Матери, которые не хотят или не могут заботиться о своих детях, приносят их к миссии, открывают люк и кладут младенца в этот бокс. Все сделано так, чтобы мать никто не видел. Детей оставляют анонимно. Но как только дверь закрывается, срабатывает звонок, сотрудники тут же узнают, что у них появился новый подопечный. Так миссия спасает более 100 младенцев в год. На сегодняшний день это уже больше 2000 маленьких жизней. Узнав об этом, я испытал одновременно грусть и радость. Больно узнать, что столько матерей бросают своих детей. Но также утешительно было услышать, что есть эта маленькая белая дверь, вход в надежду. А самая главная радость наша заключается в том, что мы с вами, друзья, знаем еще одну невероятную дверь, которая принимает нежеланных детей, спасает жизни, дает надежду. Это дверь Иисус Христос. На пажитях злачных покоишь, ведешь к тихим водам любя. Всякую нужду мою восполнил Господь, путем прямым направил Ты меня. От смерти меня избавляя, мой пастырь отдал жизнь свою. Так никто и никогда меня не любил, лишь тобой одним я живу. Господь мой, Господь, Ты мой пастырь, Господь мой, Господь, Ты мой пастырь, в Твоих я руках. Буду жить в доме Твоем все дни жизни моей. Буду жить в доме Твоем все дни жизни моей. Друзья, а вы вошли в эту дверь или пытаетесь перелезть через забор? А может, вы просто не решаетесь переступить через порог и стоите у входа? Не медлите. Сейчас время благоприятное. Ведь однажды такой возможности больше не будет. Пусть Христос станет для вас дверью в жизнь. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. До новых встреч!